Отлично. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Вы все знаете, что в этом году год ознаменован историческим событием, столетием Якутской АССР. И к этой дате с 2016 года правительством Республики Саха-Якутия был инициирован конкурс «100 лучших общественных инициатив». И мы сегодня очень рады презентовать книгу, которая выпущена по итогам конкурса. Книга называется «100 лучших общественных инициатив к столетию Якутской автономной Советской Социалистической Республики». Сегодня в нашем мероприятии принимают участие победители конкурса «100 лучших общественных инициатив», представители муниципальных районов и городских округов, представители общественных организаций, органов исполнительной власти. Коллеги, давайте поприветствуем наших дорогих гостей, победителей конкурса «100 лучших общественных инициатив». Книга у нас выглядит таким образом. Она состоит из 224 страниц. И по итогам конкурсов за 5 лет вошли, как известно, 100 лучших общественных инициатив. По итогам 2016 года 17, по итогам 2017 года 20 лучших общественных инициатив, с 2018 по 2020 годы по 16 общественных инициатив. И в прошлом году в итоговый конкурс у нас победителями определены 15 лучших общественных инициатив. Уважаемые участники, если коротко рассказать о нашей книге, книга примечательна тем, что проекты, которые были представлены на конкурс, это инициатива жителей республики, муниципальных поселений, простых активистов, общественных организаций. По итогам конкурса всего было представлено 194 общественные инициативы, в котором приняли участие 28 муниципальных районов и городских округов республики. Редакционную коллегию книги возглавлял министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия с 18 по 21 год Саргадаев Степан Анатольевич. И в редакционную коллегию были включены я, Махначевская Надежда Вячеславовна, исполняющая обязанности заместителя министра с 19 по 21 год, руководитель департамента Министерства по внешним связям и делам народов Егорова Юлия Гаврильевна, сотрудники Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Сардана Степановна Верховская, Мария Викторовна Петрова. И главным составителем книги является составитель и редактор книги Иванова Линда Николаевна. Уверена, что читатели подчеркнут для себя очень хорошие идеи, очень хорошие проекты, и данная книга вдохновит всех на дальнейшую реализацию, инициативу проектов. Я хочу слово предоставить министру по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Шамаеву Петру Витальевичу. Пожалуйста, Петр Витальевич. Добрый день. Всех рад приветствовать на презентации этой книги. Все уже, надеюсь, Вячеславовна, наверное, уже рассказала, как все проводился конкурс, как делали книгу. В свою очередь хочется сказать то, что именно по плану мероприятий по подготовке и проведению празднования столетия образования Якутской АССР ежегодно, начиная с 2016 года до 2021 года, проводился конкурсный отбор 100 лучших общественных инициатив, реализованных к столетию образования Якутской АССР. Хотелось бы поздравить все общественные организации, все НКО, которые вошли в этот перечень, вошли в эту книгу. Я надеюсь, что она будет помогать нашим общественным организациям, также нашим НКО для того, чтобы они видели, какие у нас проекты побеждали, какие проекты стали лучшими, да? И, возможно, нынешние общественные организации смогут повторно реализовать или продолжить вот то начинание, которое уже было реализовано на территории нашей республики.
По тиражу книги хочется сказать, то, что оно составляет 1500 экземпляров, 500 из которых переданы через Национальную библиотеку муниципальным библиотекам органов местного самоуправления. Всем победителям конкурса будут выделены по 3 экземпляра книг. Также книги будут переданы муниципальным образованием. Очень надеемся, что данное издание найдет своего читателя и послужит стимулом для реализации других социально значимых проектов. Всех победителей конкурса поздравляем с признанием общества ваших проектов, лучших инициатив к столетию Якутской АССР. Желаем успехов в ваших начинаниях. Пусть все инициативы реализуются легко, приносят благодарность благополучателей. Также хочу отметить и поблагодарить работу Саргдаева Степана Анатольевича и главного редактора книги Линды Николаевны Ивановой. Проделана огромная работа, очень скрупулезная на самом деле, и продукт, книга получилась очень качественной. Я думаю, она послужит нам и нашим общественникам еще долгое-долгое время. Спасибо. Якутия. Наталья Эдисоновна Игнатьева. Ольга Афанасьевна Камшина. Редактор. Спасибо большое, Петр Витальевич. Хочется отметить, что в книгу вошли те проекты, которые у нас были реализованы через гранты, в том числе республиканские гранты, гранты, которые предоставляются на местах муниципальных образований, и участники федеральных грантовых конкурсов. Конкурсный отбор лучших инициатив, он охватывает все важные аспекты нашей жизни и был проведен по 8 направлениям. Это направление здравоохранения, образование и наука, культура, экология, благоустройство, трезвый и здоровый образ жизни, физическая культура и спорт. Уважаемые коллеги, разрешите слово предоставить победителям конкурсного отбора. Слово предоставляется победителю первого конкурса 100 лучших общественных инициатив к столетию ЯССР в 2016 году, горному инженеру-геологу, пенсионеру Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутию, автору инициативы «Моя благодарность Витиму Якутии», Амузинскому Михаилу Павловичу, Ленский район. Пожалуйста, Михаил Павлович. Здравствуй, моя республика, участники сегодняшней презентации и все, кому не безразлична история родного края. Мне посчастливилось побывать во многих районах республики, и каждый из них оставлял незабываемые впечатления, которые в дальнейшем пригодились в жизни, и уже тогда начали формироваться первые предпосылки нынешнего проекта. В начале 90-х Яким резко изменился, и то, что нас окружало в 60-е, 70-е годы, быстро забывалось и уходило в историю. А накануне, в 1989 году, к 350-летнему юбилею Витима, Ленский райком КПСС выпустил такой альманах небольшой, который послужил отправной точкой. И когда у меня появилась возможность напечатать книгу о Витиме в типографии, я не преминул ей воспользоваться, и в 2007 году альманах «Слияние бурных рек» вышел в свет. Через год он был переиздан, и, по сути, этот первый шаг оказался результативным, но подтолкнул к системному подходу в работе с Витимом, его историей.
сразу замечу, что органы государственной и муниципальной власти в реализации проекта не принимали никакого участия. Он осуществляется только на гражданской основе при помощи таких же энтузиастов, как я. И очень приятно, что этот проект и в целом эта работа совпала с таким большим юбилеем, как столетие образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Следующим шагом реализации проекта было изготовление небольшой часовни, посвященной приходу на Лену первых православных людей, казаков Пантелеймона Пензы в 1623 году. Сейчас она стоит на берегу Лены, украшает наш поселок немножко. Через год уже удалось в железном варианте изготовить стелу венчальная, которая подразумевает собой падение Витима в Лену и ее дальнейший путь на север к полярной звезде. Также эта стела символизирует влияние молодых сердец новых поколений на дальнейшую долгую совместную жизнь. Затем в 2018 году, обобщив многочисленные сведения о своих земляках, я издал книгу «Витим. Влияние бурных рек», которая носит проникально-документальный и художественный характер, потому что в погоне за древностью нам не потерять бы современность. Такая вот была главная подоплека этой книги. Затем в 2018 году удалось вырезать вот такие 3 столба в стиле культуры народа Саха, которые подразумевают собой триединую сущность витимского бытия. Витим – это плод земли Аланхо, и когда ее открыли казаки, она дала свои богатства всему российскому народу. Витим, Якутия, Россия. И в 2021 году посчастливилось построить и установить на берегу Лены такую ротонду в память о многочисленных лавочках, которые много лет, несколько столетий стояли в Витиме, и витимцы на них коротали вечера после рабочего дня. В завершение мне бы хотелось сказать большое спасибо друзьям, товарищам, односельчанам, которые бескорыстно, безвозмездно оказали мне помощь в изготовлении этапов этого проекта. Кто словом, кто делом помогли. Им всем выражаю благодарность и от своего лица, и от имени этих помощников хотел бы сказать слова благодарности правительству республики, которое заметило наш скромный труд. Проект продолжается. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Павлович. Несомненно, проект, который реализован по вашей инициативе, играет огромную роль в исторической составляющей Витима. Немного хочу ознакомить с книгой. Книга у нас начинается со слов президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Для тех, кто хочет проявить себя, действовать во благо страны, Россия всегда будет страной возможностей. Далее поздравительное слово главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия, председателя конкурсной комиссии Ольги Валерьевны Балапкиной и председателя редакционной коллегии Степана Анатольевича Саргадаева. На следующей странице в книге вы можете увидеть названия всех муниципальных районов, которые участвовали в конкурсе. Все они представлены как география участников. И следующим идет такие аспекты, как срок проведения конкурса, цели, условия, участники. Участниками у нас являлись граждане Российской Федерации, юридические лица, за исключением политических партий, и муниципальные образования. Направления, как я уже ранее сказала, по 8 направлениям, да, и категории.
республиканского значения победители, районного и окружного местного поселенческого значения. Разрешите предоставить слово победителю конкурса «100 лучших инициатив к столетию ЯССР» в 2017 году, председателю общественной организации «Союз ЭВНов Республики Саха-Якутия» с 2015 по 2019 годы, руководителю проекта «Менен Төрен» «Золотое слово» Сметаниной Наталье Дмитриевне. Пожалуйста, Наталья Дмитриевна, вам слово. Спасибо большое. Ай инангич, добрый день. Балдача төренси хибинис ngärинни, ахун дөргәду, хотарми бакчинни. Хәбгелкен хугиду этенни мейкәтте, балдача төренти, тарбачин энилкен. Как сладко и вкусно говорить на родном материнском языке. Богатство каждого народа в людях, в культуре, в языке. Если в начале 90-х мы говорили о возрождении, то сегодня мы говорим о развитии и сохранении языка. Наши родные языки сегодня особо уязвимы. Можно по пальцам пересчитать те наслега, в которых сегодня разговаривает на родном эвенском языке на бытовом уровне. По данным переписи 2010 года, эвенов в России насчитывается чуть больше 17 тысяч человек. Наш язык красивый, певучий и богатый. Например, переводчик-поэт Дмитрий Васильевич Кривошапкин Немкалан перевел на эвенский язык аланхо якутского народа Нюргун-Ботур стремительный, сохранив при этом мелодику и размер стиха. Устное народное творчество – это тот бесценный дар, который нам оставили наши предки. Ведь именно так из уста передавались большие полотна сказаний, преданий, легенд и сказок. И нам, благодарным потомкам, предстоит увековечить и сохранить то немногое, скажем, что дошло до нас. Одним из таких примеров является наш проект «Школа сказительства Менен Төрен» «Золотое слово». Этот проект состоялся благодаря нашим ученым из сектора эвенской филологии ИГИ ПМНС СОРАН под руководством кандидата филологических наук Сарданы Ивановны Шариной. Далее я вам приведу статью Сарданы Ивановны. Фольклор эвенов – это оригинальная, отличающаяся яркой самобытностью и богатая часть общего культурного наследия эвенского народа. Вершиной устного народного творчества эвенов считается эпическое произведение. Специалисты в конце прошлого века уже отмечали эпическую фольклорную смерть у таких тунгусо-манжурских народов, как негидальцы, ороки, солоны и другие. Сегодня эпическая фольклорная традиция стоит на грани исчезновения и у таких тунгусо-манжурских народов, как эвены и эвенки. В настоящее время, благодаря только единичным немкаланам, это сказителям, таким как жительница села Тополино и Тампонского района Осенина Дарья Михайловна, жительницы села Березовка Среднеколымского района Хабаровской Анне Ивановне, вот она у нас на экране, у эвенов пока функционирует эпическое исполнение как важный компонент фольклорной традиции эвенов. В традиционном эвенском обществе опыт и мастерство немкалана переходило от старших к младшим посредством контакта немкалана и слушателя-ученика. Но сегодня в связи с дисперсным расселением эвенов, то есть очень далекие у нас расстояния между наслегами, транспортными возможностями, плохие дороги, немкаланы и их потенциальным ученикам невозможно встретиться, познакомиться друг с другом, научиться секретам исполнения немканов, сказов. На решение этой проблемы и была населена реализация проекта Союза эвенов Республики Саха-Якутия «Школа сказительства Менен Төрен» «Золотое слово» при поддержке Государственного комитета Республики Саха-Якутия по национальной политике. Мероприятия школы сказительства Менен Төрен были организованы сектором эвенской филологии ИГИ ПМНС СОРАН и проходили с 30 ноября по 5 декабря 2017 года в городе Якутске в Музее музыки и фольклора народов Якутии. В течение недели именитые немкаланы Осенина Дарья Михайловна, Захарова Христина Михайловна, Тампонский район, село Тополиное, Слепцова Анастасия Афанасьевна, Афанасьева Мария Родионовна, Борисова Евгения Афанасьевна, село Арка Охотского района Хабаровского края и молодые исполнители эвенского фольклора из разных районов республики. Это Максим Дудкин, Ирина Винокурова, Октябрина Новосельцева, Айталина Баишева, Светлана Хабаровская и студенческая молодежь по специальной программе ознакомились с эвенской фольклорной
традиции прослушали исполнение немканов, сказов лучшими знатоками устного народного творчества эвенского народа. Вот они все стоят у вас на экране. Это Дарья Михайловна. А вот это ученики и благодарные слушатели, которые внимали каждому слову наших немкаланов. Параллельно прошли съемки на радио, телевидении. Весь опыт работы немкаланов зафиксировался, записывался. Это был бесценный дар, который получили молодые исполнители, знатоки родного языка. Ведь для того, чтобы исполнять эпос на этом уровне, надо владеть языком на должном уровне. Это Сардана Ивановна Шарина, кандидат филологических наук, идейный вдохновитель и организатор нашего проекта. По окончании школы ученикам были вручены сертификаты. Музей музыки и фольклора народов Якутии любезно предоставил им диски с выступлениями именитых немкаланов. То есть можно эти немканы посмотреть, послушать. Также в архиве НВК «Саха» творческого объединения «Геван» есть передачи, оформленные, записанные наших немкаланов, в том числе и из Хабаровского края. Дело в том, что на сегодня немкаланов практически у нас уже не осталось. Сегодня можно отметить только Осеннюю Дарью Михайловну, так как Анна Ивановна Хабаровская по состоянию здоровья не может принимать участие, особенно в записях. И поэтому вот этот проект, который прошел успешно, он очень был, скажем, вовремя сделан, проведен и обозначил ту самую проблему, которая сегодня у нас стоит. То есть у нас нету молодых немкаланов, которые бы рассказывали сказы, предания на эвенском языке. И вот эта именно школа сказительства дала толчок для того, чтобы молодые Максим Ильич Дудкин, Октябрина Новосельцева, люди, которые владеют языком, могли дальше передавать искусство. На экране Акулина Петровна Трайзе, наша незабвенная, которая тоже владела искусством пения, и особенно большое мастерство, это когда люди говорят хороводный танец. Спасибо большое. Я с большим волнением и благодарностью сегодня присутствую на этом мероприятии за то, что так высоко оценили нашу работу нашей общественной организации Союз эвенов Республики Саха-Якутия. И желаю дальнейших успехов в дальнейшем в работе всем инициативам, которые будут в будущем. Спасибо большое. Большое спасибо, Наталья Дмитриевна, за очень интересную, подробную презентацию проекта. И действительно, проект внес огромный вклад и в культуру, и в образование, воспитание эвенкийского народа, эвенского народа. Если дальше рассказывать о книге, то книга у нас составлена по разделам. Разделы у нас распределены по годам. Вначале идут победители 2016 года. Каждый проект включает в себя категорию участников, то есть общественная инициатива какого значения, до республиканского, районного, поселенческого, это все обозначается. Далее участник, кто является участником, цель самого проекта, задачи и охват. Сколько человек или какие категории охватил данный проект. Ну и краткое описание проекта. Каждый проект у нас на каждый проект у нас описан фотографиями с проекта. Друзья, разрешите слово предоставить победителю конкурса 100 лучших общественных инициатив к столетию ЕАССР в 2018 году, директору общественного учреждения пожарной охраны, добровольная пожарная команда Алекминского улуса Республики Саха-Якутия с 2013 по 2018 годы, проект «Пожарно-прикладной спорт» среди добровольной пожарной охраны Алекминского района Собакину Дмитрию Дмитриевичу
Дмитриевичу, Алекминский район. Пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич. Добрый день, участники презентации книги. Во-первых, разрешите всех нас поздравить с победой на конкурсе 100 лучших общественных инициатив к столетию Якутской ССР. Так, во-вторых, разрешите мне вкратце рассказать о действующей деятельности учреждения. Итак, общественное учреждение пожарной охраны добровольная пожарная команда Алекминского улуса Республики Саха-Якутия была создана, как и в других районах, по инициативе Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия и МЧС России по республике, где директором по совместительству являлся я, Собакин Дмитрий Дмитриевич, совместно с главами муниципальных образований Алекминского района. В населенных пунктах, где нет малочисленных пожарных частей, создали добровольные пожарные команды из числа мужского населения по 10 человек. Итого по району в 23 населенных пунктах числятся 225 членов добровольной пожарной охраны, добровольцев. До наступления пандемии коронавируса ежегодно, начиная с 2013 по 2018 годов, вместе с начальником Самариным Евгением Валерьевичем отряда Государственной противопожарной службы номер 28 по Алекминскому району и главами поселений проводили районные сборы, то есть соревнования среди пожарного подразделения. Победители награждались ценными призами, кубками, медалями и грамотами. Цель данного мероприятия, конечно же, является популяризация движения пожарного добровольчества и повышение престижа профессии пожарного, создание информационного поля вокруг деятельности добровольной пожарной команды, обмен опытом между добровольными пожарными командами, пожарными и малочисленными пожарными частями. Кроме этого, в 2015 году членами добровольной пожарной команды в количестве 7 человек принимали участие на соревнованиях среди добровольных пожарных команд республики в городе Якутске, где заняли почетное 3-е место. Надеемся, что с этого года возобновим данные мероприятия по району. В конце хочется добавить, что основной задачей добровольных пожарных команд является осуществление профилактики пожаров, спасение людей и имущества при пожарах, проведение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим, участие в тушении пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Благодаря профилактическим работам, которые проводят добровольные пожарные команды совместно с пожарными подразделениями, намного уменьшились происшествия с техногенными пожарами на территории Алекминского района. Надо в дальнейшем популяризировать данную деятельность, в том числе участвовать в разных конкурсах и грантах Республики и России. Я также убежден, что инициаторы этого замечательного мероприятия будут дальше нам помогать по реализации наших намеченных целей. Спасибо за внимание. На этом у меня все. Всех с наступающими праздниками. Спасибо большое, Дмитрий Дмитриевич. Действительно, очень актуальная тема по профилактике пожаров. И такие проекты, на самом деле, очень нужны нашей республике. Ну, хочется сказать, что с 2019 года конкурсный отбор, конкурс немного поменял свои правила, и победители конкурса отбирались по итогам общенародного интернет-голосования. Были очень жаркие дни, когда голосование шло по всей республике за лучшие проекты, которые будут включены в нашу книгу к столетию Якутской ССР. И лучшие проекты награждались благодарностью министра по делам молодежи и социальным коммуникациям с медалью и сувенирами. Разрешите предоставить слово победителю конкурса «100 лучших общественных инициатив к столетию СССР в 2019 году» главе муниципального образования «Партизанский наслед Намского улуса» с проектом «Сохраним озеро Балла-Кёле. Наше наследие для будущего» Зырянову Алексею Николаевичу. Пожалуйста, Алексей Николаевич. Добрый день, уважаемый Петр Витальевич, Надежда Вячеславовна. Разрешите от имени нашего наследия
поздравить со столь знаменательным днем презентации книги. И очень радостно видеть наше население в этих фотографиях и в реализованном проекте наших общественников. И хочу начать. Так, в партизанском наследии Намского улуса рассчитывается ряд озер, которые имеют особое значение для жизнедеятельности и благосостояния местного населения. Некоторые из них являются источником питьевой воды для населения. Одним из них является озеро с одноименным названием Бала-Көле. Примечательным является то, что озеро географически расположено в самом центре села Партизан и является объединяющим звеном 3 возвышенностей. Озеро имеет округлую форму с высокими берегами. Даже самые безводные засушливые года снижения уровня воды в озере не наблюдается. Старожилы у нас предполагают, что озеро весьма глубокое и имеет связь с подземными источниками оводнения. Площадь которого составляет 800 квадратных метров. Основной целью проекта послужила конкурсная работа школьников партизанской средней школы. Каждый год у нас в преддверии итогов, проводим итоги года, и в дне наследия лучший конкурс по работе школьников «Сохраним озеро Бала-Көле». Названием выиграла, и мы, вся общественность, и для реализации этого проекта выдвинули этот проект, и целевой фонд будущих поколений нас поддержала. В рамках этого нам выделено 300 тысяч рублей в первом году, а во втором как премия 100 тысяч рублей. Мы сделали фонтан, и скверик для детей, и мостик, чтобы благоустройство. И каждый осенью, весной проводятся у нас субботники. Дети уже каждый год у нас в субботниках участвуют. Они очень, энергичные, и воспитание у нас идет так. Разные проводим акции, сохраняем родную природу, проводим акции «Чистый четверг». Население у нас чистое, поэтому и даже дети с юных возраста уже знают в этом толк и всегда участвуют в этих акциях. Еще раз поздравляю с этим знаменательным днем, и с презентацией книги. Хотим в дальнейшем участвовать в этом проекте, и чтобы благоустройство нашего села было лучше. Спасибо за внимание. Алексей Николаевич, большое спасибо. Действительно, проблема тоже очень актуальная, и данный проект, он действительно внес свой вклад в экологическое воспитание подрастающего поколения. Мы от имени составителей и организаторов конкурса хотим отдельные слова благодарности выразить интернет-сайту yakutiadaily.ru и 100yakutia.ru и спонсорам конкурса. В 2019 году спонсорами у нас выступали акционерное общество, акционерная компания «Железные дороги Якутии», генеральный директор Шимухин Василий Владимирович, некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия», тогда генеральным директором был Местников Сергей Васильевич, и ИП Федотов Руслан Еремеевич, директор Федотов Руслан Еремеевич. Дорогие друзья, далее слово предоставляется победителю конкурса в 2020 году «100 лучших общественных инициатив», главе сельского поселения Харанский наследник Мегино-Кангаласского улуса с проектом устройства лестницы с освещением Назаровой Дарье Ивановне.
Добрый день, Петр Витальевич, уважаемая Прасковья Петровна, дорогие участники презентации книги. Вот от всей души благодарю оргкомитет конкурса «Лучшие общественные инициативы», проведенные в рамках столетия Якутской АСР, за высокую и достойную оценку нашего проекта и за приглашение участвовать на презентации книги. Село Петровка находится по смежеству с селом Майя на возвышенности. Население составляет 1650 человек. По сравнению с 2000 годом население увеличилось на 610 человек. Численность трудоспособного возраста 908, из них вот трудоустроены в селе Майя 350. А детей школьного возраста у нас 387, и в школах Майя обучается 150 учащихся. И вот они каждый день утром идут на учебу, на работу, а вечером возвращаются домой. И наши жители за своим здоровьем население обращается в Майинскую поликлинику. Жители села ежедневные свои проблемы решают, посещая социальные учреждения села Майя. Чтобы решить эти вопросы, им приходится каждый раз спускаться с горки и подниматься на горку. Поэтому каждый сельчанин мечтал о строительстве лестниц. Вот ранее лестницы для спуска делали вот наши волонтеры. Вот видите вы нашего волонтера Павлова Петра Петровича. Он многие годы самостоятельно, добровольно делал для жителей ступеньки на спуске в поликлинику и круглогодично следил за их качеством. В 2018 году вот наши предприниматели хотели финансировать строительство лестницы вот к спуску в поликлинику, но, посчитав затраты, решили повременить. И вот в целях создания и обеспечения круглогодичной, комфортной и безопасной среды для жизнедеятельности населения, условий для безопасного передвижения пешеходов на спусках и благоустройства территории наслега, в 2020 году по программе поддержки местных инициатив единогласным решением в конце 2019 года Общего собрания жителей выбрали инициативу строительства лестниц на 3 спусках. Строительство лестниц вел общество с ограниченной ответственностью «Сфера», руководитель Бурсульманова Наталья Владиславовна. Контракт был подписан на сумму 1 908 787 рублей. И первая лестница протяженностью 33 метра ведет в Майинскую поликлинику. 2 лестницы протяженностью 45 метров и 48 метров новый квартал Үрджүнгахтах, в детский сад и школу. В новом квартале многодетным и молодым семьям выделены 105 земельных участков. В 2018 году по федеральной целевой программе устойчивого развития сельских территорий были построены детский сад, устройство улично-дорожной сети квартала, газовая блок-модульная котельная. А в 2019 году по приоритетному национальному проекту образования была построена школа на 220 учащихся с интернатом. И вот лестницы направлены на безопасность передвижения пешеходов, особенно в зимний период. Они максимально удобные для движения, созданы безопасные, комфортные условия для передвижения граждан и способствуют улучшению эстетического вида территории нашего наследия. По инициативе граждан по программе ППМИ в 2021 году построили на центральном спуске в селе Майя лестницу с освещением протяженностью 74 метра. По итогам проведения электронного аукциона конкурс выиграл ИП Новгородов Альберт Захарович. Контракт подписан на сумму 1 724 941 рублей. Всего трудоустроены 5 человек. Они следят за чистотой прилегающей территории лестниц, убирают снег, наледь со ступенек 4 лестниц. Хочу, пользуясь случаем, передать слова благодарности жителей села Петровка, правительству Республики Саха-Якутия за заботу и благополучие населения и здоровья сельчан. Сегодня со мной тут сидят
наши проектанты, которые проектировали эти 4 лестницы. Вот генеральный директор Ильин Михаил Михайлович и дизайнер Дарья Андреевна Назарова. Вот мы тоже им выражаем особую благодарность. И желаю всем участникам данной презентации креативных находок, инновационных идей и творческого подъема. Спасибо за внимание. Дарья Ивановна, большое спасибо. Мы очень хорошо помним ваш проект. Действительно, проект, который внес, наверное, определенный вклад в комфортную жизнь жителей села. Ну, мы все знаем, да, что этот юбилейный год в нашей республике объявлен годом матери, и в своем послании Айсен Сергеевич Николаев, глава нашей республики, подчеркнул, что в счастье всех матерей Якутии заключается счастье всего общества. Это наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем. В нашу книгу вошли и вообще проекты, очень много проектов были предоставлены, проектов, которые направлены на повышение статуса матерей и сохранению здоровья женщин, укрепление института семьи. Слово предоставляется победителю заключительного конкурса 100 лучших инициатив к столетию ЕССР в 2021 году, председателю Якутского регионального отделения Всероссийского общества движения «Матери России», руководителю проекта «Программа «Здоровая мама. Здоровый ребенок» Борисовой Прасковье Петровне. Прасковья Петровна, пожалуйста. Прасковья Петровна, мы вас не слышим, может, микрофон не включили? Не включила, оказывается, микрофон. Прошу извинить. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые участники презентации. Мне сегодня очень приятно ознакомить вас с нашим общественным проектом, который называется «Здоровая мама, здоровый ребенок». Он был разработан в 2014 году и в целях содействия в улучшении здоровья матерей и их семей Якутским региональным отделением были заключены соглашения с акционерной компанией «Алроса» и целевым фондом будущих поколений. В рамках этих соглашений с 2017 года мы провели мероприятие по оздоровлению наших матерей и их семей по следующим направлениям. Первое – это мы организовали выезды узкопрофильных медицинских работников в труднодоступные северные улусы. И второе направление – это организация приездов ведущих российских специалистов из городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск по оказанию медицинских услуг и консультаций для тяжелобольных детей республики. Таким образом, это цель этого проекта – сохранение физического здоровья матерей и членов их семей, увеличение продолжительности жизни, увеличение рождаемости. И этот проект решает следующие такие задачи, как организация выезда врачей узких специалистов в отдаленные северные улусы, где, конечно, наблюдается нехватка таких специалистов, как, например, детские неврологи, да, детские урологи, детские гинекологи, детские аллергологи, иммунологи, врачи-сурдологи, пульмонологи, онкологи, маммологи. И мы с такими врачами узкой специализации объездили, то есть организовали 15 выездов с 2017 по 2021 год. Значит, это какие улусы мы охватили? Верхнеколымский, Среднеколымский, Нижнеколымский, в Верхоянском улусе 2 раза были, в Момском улусе 2 раза были, Абыйский, Жиганский, Устьянский,
Оймяконский, Алекминский, Мирнинский, Сунтарский, Хангаласские улусы. То есть мы старались охватить такие труднодоступные северные улусы. Таким образом, вот эти выезды показали, что показали свою эффективность тем, что именно мы смогли оказать жителям и особенно вот матерям, детям таких труднодоступных населенных пунктов, да, как, например, вот в поселке Усть-Янском районе, в поселке на вездеходе по Устьянскому улусу, даже да, вот наши врачи по бездорожью во время пурги 780 километров проехали, чтобы дойти вот до поселков и провести обследование наших населения этого района. Наши врачи побывали и в таких улусах, как Оймяконский улус. Во всех населенных почти пунктах этого улуса мы охватили. Врачи-маммологи были в этом улусе. И можно сказать даже, что вот такие выезды помогли двум женщинам, да, спасти свои жизни, когда врач-маммолог обнаружил у них опухоли в молочной железе. Эти женщины были приглашены в город Якутск и уже уточнили диагноз и были прооперированы. И мы, конечно, с удовлетворением отмечаем, что помогли этим женщинам спасти вот их даже жизни. Ну, второе направление – это таким образом мы вот за эти 5 лет в этих улусах эти врачи осмотрели более 4700 человек. И второе направление – это организация приездов врачей, которые оказывают тоже консультации и проводят такие медицинские услуги для тяжелобольных детей, которые тоже с редкими заболеваниями у нас находятся в наших стационарных больницах города Якутска. Это выезды врачей из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и города Хабаровска. Это врачи, которые у нас в области заболеваний центральной нервной системы, по нефрологии, гематологии, ортопедотравматологии, неврологической патологии и гастроэнтерологии. И за эти годы было осмотрено 280 тяжело больных детей. Таким образом, можно сказать, что реализация проекта «Здоровая мама, здоровый ребенок» с 2017 по 2021 год показал свою эффективность и результативность. Оказание медицинских консультаций женщинам, матерям и членам их семей вызывает такие наибольшие положительные отзывы у населения. Благодаря такой работе медицинского консультирования удается достичь высокой выявляемости заболеваний разного профиля у жителей отдаленных северных поселений, что в дальнейшем способствует их дальнейшему и даже успешному лечению на базе вот районных и республиканских учреждений здравоохранения. И многие семьи, которые оказались в это время в трудной жизненной ситуации, смогли, не выезжая, получить такую квалифицированную помощь врачей узкопрофильных специальностей. Ну, и также отметим эффективность, в том числе тоже экономическую, даже, да, выездных осмотров специалистов из ведущих клиник Российской Федерации, потому что не все имеют возможность выехать куда-то за пределы республики. И вот приезды таких врачей с охватом за один приезд, например, до 20-25 детей, конечно, позволяет многим семьям сэкономить какие-то вот финансовые средства. И отмечая такую большую необходимость выездной работы медицинских узкопрофильных специалистов, ну, на сегодняшний день, да, мы подобные выезды намерены продолжить и вот в наступившем 2022 году, тем более в год матери, мы, конечно, намерены тоже оказать такую всестороннюю медицинскую помощь нашим матерям, которые проживают в отдаленных северных улусах. Спасибо за внимание. Большое спасибо
Прасковья Петровна. Но мы все знаем, да, что Якутским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России» реализовано и реализуется очень много социально значимых проектов, которые в том числе направлены на укрепление здоровья матерей, детей, увековечение слова матери. И очень большой вклад в это, конечно же, внесла уважаемая Прасковья Петровна. Спасибо. Коллеги, но вы все видите, да, что очень много у нас интересных проектов, и они все разные, но они объединяют тем, что наша республика Саха-Якутия, действительно, в нашей республике проживают настоящие патриоты, инициаторы, активные граждане, и такие проекты сплачивают народ и население нашей республики. И это очень хороший пример для подрастающего поколения. И, пользуясь случаем, конечно же, хочется поздравляем наших дорогих мужчин с наступающим праздником, с Днем защитников Отечества. Вы наша опора и надежда, и желаем вам крепкого здоровья, успеха во всех делах, благополучия, финансовой стабильности. Дорогие друзья, на этом мы презентацию книги к столетию ЯССР, к которой мы готовились, начиная с 2016 года, завершаем. И всех просим зафиксировать себя на экране для онлайн-фотографирования в течение 10 секунд. Технически у нас экран готовится, просим никого не отключаться. Подключите, пожалуйста, все свои видео, чтобы лица были зафиксированы на экране. Это действительно исторический момент. Это не просто книга, это книга, которая выпущена в год столетия Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Мы поздравляем всех наших победителей, всех участников конкурса «100 лучших общественных инициатив» и надеемся на то, что и дальше эти инициативы будут реализовываться, и наши победители будут окрылены тем, что вошли в книгу столетия лучших общественных, к столетию ЯССР, в книгу 100 лучших общественных инициатив. Напоминаем, что у нас идет конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия. Ждем ваши проекты. Сделали фотографии? Петру Петровичу большой привет, пожелания передайте. Молодец, мужик. Большое спасибо, дорогие друзья, коллеги. На этом мы завершаем нашу торжественную презентацию. Всем желаем успехов, крепкого здоровья и счастья.